Танцевать, летать, играть на музыкальных инструментах и даже готовить коктейли. Все это умеют роботы, представленные в Китае на Всемирном конгрессе, рассказывает Роман Чуриков. Знакомьтесь, это Феста. Возможно, первый в мире робот «Летающая лисица». Она родом из Германии, умеет летать по заранее заданному маршруту и обследовать местность. Анатомия ее крыльев почти полностью скопирована у одушевленного оригинала. Феста – лишь один из 500 экспонатов, представленных на Всемирной конференции роботов. Один из крупнейших для этой индустрии форумов открылся в среду в Пекине. На него в этом году приехали участники со всего света. Их творения умеют, кажется, все. Петь, танцевать, рисовать, играть на музыкальных инструментах и даже готовить коктейли, как вот этот бармен из Харбина. На человека он совсем не похож, но напитки готовит отменные, говорят клиенты. В его памяти сотни рецептов, и всегда можно добавить новые. Движения точные и выверенные, не прольется ни одна капля. Создатели говорят, что купить его можно будет за $300 тысяч. По сути, это рука, движущаяся по 6 осям координат. Ее удалось создать благодаря тщательным исследованиям и экспериментам. Нашим главным рынком сбыта будут бары, большие коммерческие комплексы и торговые центры. А вот этот андроид вряд ли найдет коммерческое применение, но зато интерес к нему обеспечен. Это механизированный двойник китайской звезды НБА Яо Мина. Бегать по баскетбольной площадке он не умеет, но зато неплохо кидает мяч в корзину с 3-очковой отметки. Ну а это уже настоящий робо-оркестр. Его создатели научили механических музыкантов играть на ударных, клавишных и бас-гитаре. Сочинять музыку это творение пока не умеет. Импровизация тоже не для него, но зато четко исполняет сочиненные человеком хиты. Тот факт, что Конгресс проходит в Китае, не случайен, ведь это один из крупнейших рынков роботов в мире. И в ближайшее время эксперты прогнозируют еще больший рост интереса. Роботы, а также все, что касается искусственного интеллекта, уже пару лет как очень популярны у нас. На самом деле эти технологии развивались уже давно, но именно в последнее время случился настоящий прорыв. Машины становятся совершеннее, хотя пока еще не могут удовлетворить все наши потребности. Всемирный конгресс роботов будет открыт в Пекине до 19 августа включительно.